Вашему вниманию представлен бой номер 3. Рефери в ринге Тюхтин Максим, чемпион республики по кикбоксингу и карате. Представитель красного угла — это у нас Андрей Лобанов, клуб «Спарта», 14 лет спортсмену, вес 49 килограмм. В синем углу представитель клуба «Нокаут» Ширинов Анар, возраст спортсмена 15 лет, вес 42 килограмма. Разница 7 килограмм между спортсменами и 1 год. Но мы видим, что бой начался, в принципе, без разведки. Ребята встречаются впервые. И видим, что бой идет довольно активно. Активно боец красного угла Лобанов Андрей более активно работает ногами, работает на дистанции, не подпускает к себе. Мы слышим подсказки, что боец синего угла работал первым номером, но он больше занимает оборонительную позицию. Очень много пропускает. Да, очень много пропускает. Не знаю, с чем связано, на что он отвлекается или о чем думает. Просим его быть более активным. А сколько он в нашем клубе уже занимается? Занимается порядка 2 лет. Но таких прям серьезных соревнований пока еще не выигрывал. Если это открытый ринг, он как раз и набирает потихонечку опыта, чтобы успешно выступать в дальнейших соревнованиях. Закончился первый раунд. Ну, активность мы видим, что все-таки за красным углом спортсменом клуба «Спарта». И все удары в основном вскользь проходят мимо цели. Что и первый, что второй оппонент работает все как-то немножко вскользь. Подсказка небольшая идет красного угла. Подсказка, как работать. Начинается второй раунд боя. Ну, мы видим, да, что спортсмен синего угла более такой в тайской манере работает, то есть стоит на задней ноге, стоит и как бы готов к размену. А спортсмен красного угла, наоборот, по своей технике в стиле тэквондо работает, то есть накидывает удары на дистанции и разрывает дистанцию, среднюю, дальнюю, и разрывает, не дает себе попасть. Синий угол, мы слышим, подсказывают все, работать первым номером, но тем не менее спортсмен синего угла стоит. Кажется, он придумать ничего, да, не может найти дырку в обороне. Да, может быть и так, что-то. Все очень много зависит от психологии, то есть мог элементарно просто не настроиться на бой. Некоторые тренера перед боем настраивают своих спортсменов, то есть подсказывают, говорят им там, что вот так, ты лучший там. А я, в принципе, не настраиваю спортсменов перед боем, чтобы все-таки психологически они сами могли настроить себя, потому что я все-таки уверен, что это в жизни пригодится, когда возникнет такая ситуация, что не будет рядом кто подскажет. Не обязательно это там спорт или какие-то вот такого плана, даже в плане там работы, учебы, там личных каких-то нюансов. То есть нужно будет принимать самому решение, настроиться, и я все-таки считаю, что это... То есть научиться договариваться с самим собой, получается. Да. Мы видим, второй раунд закончился, и закончился он с преимуществом красного угла, спортсмена красного угла. Он, грубо говоря, расстрелял. На повторах видим.
расстрелял своего спортсмена, соперника с синего угла. Видно, пах попал, поэтому руку поднял. Проваливается на своей атаке. Ну, видим, что уверенно уже работает, подсказывают тренера. Ну, я тут немножко агрессивно, немножко наезжаю на, скажем так, на своего спортсмена, что домашнюю установку не выполняет. То есть он довольно очень хорошо работает на тренировке, хорошо спаррингует на тренировках. Но вот какой-то блок становится, как занавес какой-то падает перед ним. Ну, может, то, что зрители как-то там дополнительные глаза не зажимают. Может быть, может то, что я, кстати, замечал частенько, что многие работают, когда хорошо, но только стоит кому-то из родственников появиться в качестве зрителя, то наступает такой стопор. У меня, между прочим, когда я начинал свою спортивную карьеру, у меня тоже такое было. И я не любил, когда отец приходит смотреть на бои. Тем не менее, что установка подействовала, она, смотрю, он поактивнее стал работать, сам стал в атаке. Но пропускает, мы видим, вот, что все-таки Андрей работает и в корпус, и в голову, на носочках видим, как он двигается. А Анар все же принял тайскую манеру. Ему нужно все-таки немножко челночок покачать, подвигаться вправо, влево. Вот я подсказываю, что он стоит, что не работает, что не выполняет установку. Один удар и все, и встал. А здесь нужно работать серийно. Руки, ноги. Я ему подсказываю 2-3 удара, но тем не менее он не выполняет установку. Зрителей видим много, интерес вызван. Ну и очень много он пропустил, и в корпус в том числе, может, это тоже как-то повлияло на активность боя. Да, конечно, это в первую очередь дыхание. Не забываем, что тяжело дышать во время боя. Вот, хотя возраст и у спортсменов абсолютно практически одинаково. Ну, возрастная категория одинакова. Но 7 килограмм разница, она все-таки на 7 килограмм полегче. Но мы видим, что он повыше ростом. Но не пользуется этим, не пользуется дистанцией. Почему-то занимает оборонительную ситуацию. О, вот пропускает, ага. Удар. В прыжке выполняет 2 удара. Победа присуждается Лобанову Андрею, клуб «Спарта».